Пенсионный фонд России начал прием заявлений от молодых мам на получение ежемесячных выплат. Право на такую господдержку имеет семьи, чей общий доход не превышает 41 тысячу рублей. Для семьи из 4 человек эта сумма равна 55 тысячам. При этом заявление о назначении выплат можно подать в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. Для этого достаточно обратиться либо в пенсионный фонд, либо в МФЦ по месту жительства. Если женщина обращается за выплаты ежемесячных денежных выплат до истечения 6 месяцев со дня рождения ребенка, то с момента рождения ребенка она эту выплату получает. Если по истечении 6 месяцев, то со дня поступления заявления. Если раньше материнский капитал можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, то благодаря инициативе Владимира Путина за счет маткапитала отныне могут производиться и денежные выплаты на рождение второго ребенка. На сегодняшний день размер материнского семейного капитала составляет 453 26 рублей. То есть, если женщина обратится к нам с заявлением, она ежемесячно из этой суммы будет получать 9241 рубль. Выплата будет производиться в течение 1,5 лет, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Ежемесячная выплата будет осуществляться в течение года. По истечении этого срока необходимо повторно подать заявление. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособий будут учитываться все средства – зарплата, премии, пенсии, другие пособия, стипендии, госкомпенсации и так далее. Перечень документов, необходимых для назначения выплат, будет указан в специальных листовках, которые Пенсионный фонд планирует распространить по всей республике. Вот эти памятки, которые нами разработаны, уже размещены, как я уже сказала, в МФЦ, куда очень много людей обращается. Сегодня подготовлен материал для родильных учреждений. Уже есть договоренность с Минздравом, что эти материалы будут размещены. Не скажу, что в родильных учреждениях, но вот есть женские консультации, куда приходят мамочки, да, а вот туда мы уже планируем, уже подготовлены материалы. Также эти материалы будут переданы в ЗАГС. Вот при получении свидетельства о рождении одновременно наша женщина получит памятку. Семьи, в которых с января 2018-го родится второй ребенок, также могут направить материнский капитал на дошкольное образование старшего ребенка, не дожидаясь при этом 3-летия младшего. Также за счет этих средств можно будет оплатить и дополнительные занятия, спортивные секции, уроки в художественных школах и развивающие кружки для ребенка. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.